Туекси, Люзен Пинаим Чакырлар. Урматтуу министрлер кабинетини Торикасыны, биринчи орунбасары Амагалидиев Мырза. Урматтуу меймандар, жана кымбаттуу достор, айымдар жана мырзалар, кабылалууга кош келиңиздер. Для меня большая честь быть назначенным председателем КНР Си Цзиньпином, 11-м чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики, Киргизской Республики. В преддверии китайского Нового года мы собрались вместе, чтобы разделиться весельем и радостью друг с другом. От имени посольства Китая в Кыргызстане я от себя лично выражаю новогодние поздравления и наилучшие пожелания всем, кто постоянно заботится и поддерживает развитие китайско-кыргызских отношений. Судьба давно свела меня с Кыргызстаном. В МИДе Китая я многие годы курировала дела Центральной Азии и дважды работала в ЦА, часто бывала по служебным делам в Кыргызстане. Древняя история и блестящая культура, гостеприимные люди и энергичное общество здесь оставили у меня прекрасное и глубокое впечатление. Можно сказать, что моя дипломатическая карьера тесно связана с Кыргызстаном, и я глубоко влюблена в эту страну и ее народ. Быть послом КНР в КР для меня славная миссия и в то же время большая ответственность. Я буду всеми усилиями реализовывать договоренности, достигнутые главами двух государств, в полной отдаче выполнять свои обязанности, упорно трудиться, чтобы приумножать и развивать добрую традицию китайско-кыргызской дружбы, укреплять и продвигать практическое сотрудничество и твердо стоять на страже общих интересов двух народов. За минувшие 3 недели мне довелось встретиться с давними друзьями и познакомиться с новыми. Меня воодушевляет большой энтузиазм и ожидание со стороны киргизских друзей и вселяет в меня уверенность в успешном выполнении своей миссии. Уверенность находит в себе неисчерпывающий источник энергии в прочной основе китайско-кыргызских отношений. Как гласит кыргызская пословица, мирная дружба к успеху приведет, и совместная жизнь к единству приведет. Китай и Кыргызстан соединяют общие горы и реки. Традиционная дружба уходит своими корнями в далекое прошлое. Великий Шоу-Гусь является свидетелем 2000-летней дружбы между народами наших стран. На протяжении 33 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-кыргызские отношения всегда сохраняют динамику здорового и стабильного развития. Несмотря на турбулентности глобальной и региональной ситуации, председатели КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызской республики Садыр Джапаров 4 раз встречались и наладили тесные рабочие связи и глубокую личную дружбу. Под стратегическим руководством глав двух государств
китайско-кыргызские отношения поднялись на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Стороны подтвердили стремление к созданию сообщества единой судьбой Китая и Кыргызстана в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания. Китайско-кыргызские отношения вступили в золотой период своего развития. Уверенность находит в себе неисчерпывающий источник энергии, глубокой сути взаимодействия Китая и Кыргызстана. Китай много лет подряд остается крупнейшим торговым партнером, крупнейшим импортером и инвестором Кыргызстана. В 2024 году товарооборот между двумя странами составлял 22 миллиарда и 710 миллионов долларов США и достиг нового рекорда. Железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан, обсуждаемая тремя странами в течение 30 лет, перешла в плоскости практической реализации. Недавно успешно состоялась церемония запуска проекта. Завершением строительства эта дорога откроет новые коридоры для сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, значительно повысит уровень региональной взаимосвязанности и придаст мощный импульс социально-экономическому развитию Кыргызстана. Успешно открылся третий КББ «Петелья» на китайско-кыргызской границе. Количество прямых рейсов между городами Китая и Кыргызстана продолжает расти, что создает более удобные условия для передвижения людей и перемещения товаров между двумя странами. Заложены капсусы для реализации таких проектов, как модернизация нефтеперерабатывающего завода «Дунда», технологический завод по производству электроэнергии на основе утилизации твердых бытовых отходов в Бишкеке, торгово-логический городок Манас и так далее. Реконструкция городской дорожной сети Бишкека, альтернативная дорога север-юг, реконструкция ирригационной системы и другие проекты за счет грантов правительства Китая принесли и приносят реальную пользу местным жителям. Бум китайского языка неуклонно растет в Кыргызстане. Мастерская Луба, китайский культурный центр в Бишкеке, экспресс здоровья, яркое путешествие в Кыргызстане и другие гуманитарные проекты значительно сближают народы двух стран. Китайские рестораны обогащают кулинарную культуру жителей Бишкека. Мед и сухофрукты из Кыргызстана также популярны среди китайских потребителей. Китайско-кыргызское сотрудничество встало на трек стремительного роста. Уверенность находит в себе неисчерпывающий источник энергии в широких перспективах двухсторонних отношений. В настоящее время Китай всесторонне продвигает великое дело построения могущественной державы и национального возрождения Китая с помощью китайской модернизации. Кыргызстан уверенно двигается к построению нового Кыргызстана, придерживаясь концепции «прыжок паруса». На пути к достижению национального развития и возрождения наши страны имеют общие интересы, схожие концепции и единые цели. Уверена, что под стратегическим руководством председателя Государства Си Цзиньпина и президента Кыргызстана Садыра Джапарова на основе крупных проектов в рамках совместного строительства «Один пояс, один путь», а также при широком участии представителей всех кругов общественности обеих стран, китайско-кыргызские отношения и всестороннее сотрудничество между нашими странами обещают самое светлое будущее. Дорогие друзья,
прошедшем 2024 году исполнилось 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики. Успешно состоялся третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, на котором были приняты системные меры по дальнейшему всестороннему углублению реформ для продвижения китайской модернизации. Китайская экономика демонстрирует в целом устойчивые показатели, характеризуясь прогрессом при сохранении стабильности, высококачественного развития, устойчиво продвигается вперед. Общий объем ВВП, который вырос около 5%, превысил 130 триллионов юаней. По совокупности экономики Китай прочно занимает второе место в мире. Производство автомобилей на новых источниках энергии в Китае впервые превысило 10 миллионов единиц в год. Ускоренными темпами развиваются новые отрасли и новые направления, такие как искусственный интеллект, экономика малых высот, биопроизводство и квантовые технологии. Производительность нового качества демонстрирует мощную, движущую и опорную силу в экономическом развитии Китая. Китай поднялся на 11 место в глобальному инновационному индексе. Число новых рабочих мест в городах Китая превысило 10 миллионов, а общий объем производства зерна в стране впервые достиг нового уровня 700 миллионов тонн. Чувство выгоды, счастья, безопасности у китайского народа продолжает расти. Развитие Китая предоставляет возможности для всего мира, в том числе и для Кыргызстана. Двери Китая всегда открыты Кыргызстану. Мы готовы с распростертыми объятиями делиться с нашими самыми дружескими и братскими соседами Кыргызстаном возможностями модернизации и открывать новую главу в летописи совместного процветания. Совсем скоро мы попрощаемся с годом дракона и встретимся год змеи, который буквально через неделю приползет к нам с новым счастьем и удачей. Наступивший 2025 год непременно станет очередной вехой в отношениях между Китаем и Кыргызстаном. Тем более, что в этом году завершится 14-я пятилетка Китая. Так, давайте же, дорогие кыргызские друзья, объединять наши усилия. Пусть весенний ветер расплавляет нам крылья на пути к прекрасному будущему китайско-кыргызских отношений. Давайте вместе пожелаем Китаю и Кыргызстану счастья, мира и процветания. Пускай китайская и кыргызская дружба только крепнет из года в год. Парамистрде жас марамемини утуктайм. Арбиринистерге ченден солук жана ишнистерге игилик калайм. Все, рахмат. Спасибо. Уважаемая госпожа Гудзепин, чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики, уважаемые дорогие друзья, от всей души поздравляю вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с праздником весны. Этот праздник символизирует обновление, единство и надежду на процветание, думаю, у всех народов. Особенно символично, что, уважаемая госпожа посол, вы начинаете свою важную дипломатическую миссию
именно в этот период. Мы рады приветствовать вас и уверены, что под вашим руководством наши двусторонние отношения достигнут новых высот во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Тот, кто разделяет одну лодку, должен грести в одном направлении. Эта мудрость идеально отражает суть кыргызско-китайского партнерства. Кыргызстан искренне радуется достижениям Китая, уважает выбранный китайским народом путь развития и оказывает поддержку по ключевым для Китая вопросам, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Кыргызская сторона придает особое значение укреплению кыргызско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. И хотел бы особо отметить доверительные и дружеские отношения между президентом Кыргызской республики, уважаемым Садыр Нуркадиевичем Джапаровым, и председателем Китайской Народной Республики, уважаемым господином Си Цзиньпином. Личное взаимопонимание и уважение между лидерами наших стран играют неоценимую роль в укреплении сотрудничества и продвижении масштабных проектов. Прошедший год стал историческим для наших отношений. Мы запустили мегапроект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Открыт пункт пропуска Бедель. Эти инициативы в полной мере созвучны концепции председателя Китайской Народной Республики, уважаемого господина Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь». Принесут значительную пользу не только нашим странам, но и всему региону в целом. Как гласит китайская мудрость, если люди объединяют усилия, их горы превратятся в золото. Совместные усилия наших стран привели к рекордному успеху в 2024 году. Товарооборот между Кыргызстаном и Китаем по данным таможенных органов достиг 22,71 миллиардов долларов США. Этот результат подтверждает, что наше торгово-экономическое сотрудничество продолжает активно расти. С участием китайского капитала в Кыргызстане успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые имеют важное социально-экономическое значение для нашей страны. Дорогие друзья, в этом году исполнилось 33 года с момента установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. За это время мы выстроили искренние и доверительные отношения, которые стали примером добрососедства и плодотворного сотрудничества. Дружба – это драгоценный камень, который становится ярче, если его полировать. Наши страны добились значительных успехов в политическом диалоге, торгово-экономическом сотрудничестве, культурно-гуманитарных связях и обеспечении безопасности. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Кабинет министров Кыргызской Республики активно работает над улучшением деловой среды, созданием благоприятных условий для роста частного сектора и укреплением международного имиджа страны. Мы уверены, что дружественные и добрососедские отношения между нашими странами продолжают способствовать интенсивному политическому диалогу, а также укреплению торгово-экономических и культурных связей. Уважаемая госпожа посол, мне приятно пожелать вам успехов на новом, очень важном и ответственном посту. Мы уверены, что вы внесете весомый вклад в продвижение договоренностей, достигнутых между нашими лидерами, и в укрепление двустороннего сотрудничества. В 2025 году нас ожидают ключевые события, включая государственный визит президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыр Нуркадиевича Джапарова в Китай, встречи лидеров в рамках формата Китай-Центральная Азия и Шанхайской организации сотрудничества. Я уверен, что предстоящий год станет насыщенным и принесет новый импульс для укрепления отношений стратегического партнерства. Мир начинается с сотрудничества, а процветание с единства. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться еще больших результатов в интересах наших народов. В завершении своего выступления позвольте пожелать вам, госпожа посол, всему коллективу посольства Китайской Народной Республики и китайским друзьям в Кыргызстане крепкого здоровья, счастья и успеха в работе. Дружественному народу Китая желаю мира, благополучия и процветания. Спасибо.